Вначале было слово. И это слово для киргизов было манас. Что есть человеческая жизнь? Мгновение. И желание толком загадать не успеешь. А вот манас вечен. 1000 устных страниц и тысячи лет. Когда я смотрю на людей, которые прожили долгую, насыщенную, содержательную жизнь, мне кажется, что так и должно быть. И 80, и 90, и так далее. Со временем все-таки человек должен переступить эту черту. И если цивилизация, наука обеспечит здравую жизнь вот в этом возрасте, 80-летним и далее, конечно, лучше иметь возможность еще пожить и что-то успеть сделать. Манас – это исток нашей духовной культуры. Если дети с ранних лет постигают сущность Манаса, это уже национальный, так сказать, резерв в нем. Манас, содержание которого не вмещается ни в какие тома. Вы представляете, какой даже современный человек способен все это держать в памяти? Никакой гений не сможет все это вместить в себя. А вот монашче, для него это назначение жизни. Он посвящает себя, свой дух, свой интеллект, свою культуру, свою преданность национальной культуре таким образом, что он, манас, помнит от начала до конца. И когда он излагает этот манас, это в то же время и эффект импровизации. Хотя уже известные сюжеты, известные события, изложения, но все равно это непросто. Ой, töktің кәдімгідей, дайым шундай болып жүр. Это был момент гигантского эпоса, когда Манас отправлялся защищать свои земли от китайских набегов. И китайский батыр, значит, Қоңырбай, они должны были столкнуться, и у них должен был быть поединок. Великие монаши подобные могут беспрерывно 3, 4, 5 часов подряд так излагать это. 1 000 000 строк, вы представляете, 1 000 000 стихотворных строк. Это надо собрать, не знаю, всю французскую поэзию, сложить в одно и то этого не хватит. А Манас вот живет из уст в устах, из поколения в поколение передается. Я начинал какие-то вещи писать, даже объявил о том, значит, откладывал на завтра, на послезавтра и так далее, и так далее. Шли годы, и эти замыслы интересные, начало уже написано, они так и лежат сейчас в архиве моем. Как их к ним вернуться, как их возродить, как их сделать современными, так сказать, значимыми. Вот такая задача передо мной стоит.